Ровно 90 лет назад, 29 ноября 1930 года, в Тымазах тиражом 1150 экземпляров вышел в первый свет номер районной газеты «Ленин-Юлы» «Ленинский путь». В первые недели газета распространялась только раз в неделю и на татарском языке. Потом появилось и самостоятельное русское издание «Путь Ленина». Сегодня газета «Тымазинский вестник» Тымазы Хаберлере, таково нынешнее название районной газеты, является основным печатным источником информации для жителей Тымазинского района. Ей удается сохранять высокие тиражи и неизменно быть востребованной потребителем. Спектр проблем, которые местная пресса уделяет значительное влияние, очень широк. Труд коллектива ГУП РБ РИК «Тымазинский вестник» отмечен многочисленными наградами, в том числе дипломами и грамотами республиканского и российского уровня. Успех и признание любого дела зависит прежде всего от людей, которые болеют душой за любимое дело. Вот и Камалетдинов Мусавир Зинурович является таким человеком, который посвятил журналистике 40 лет своей трудовой жизни и 44 отработанных годов общего трудового стажа. А если посчитать общий семейный стаж работы журналиста, стаж дочери, сына, внука, внучки, он будет в 2 раза больше. В роду Камалетдинова Мусавира Зинуровича никогда не было литераторов. Рабочие, хлеборобы, лесоводы, педагоги, экономисты – да, а вот представители пишущей братьи – нет. Мусавир Зинурович стал первопроходцем в этом деле. Еще в школьные годы он писал стихи, небольшие юмористические рассказы, участвовал в выпуске стенгазет. После десятилетки в 1966 году пошел работать слесарем на Октябрьскую обувную фабрику. Он родился и вырос в этом городе. И по совету популярного в республике поэта-сатирика Тимера Арслана, проживавшего тогда в Октябрьском, стал посещать в соседнем городе Тымазы заседания литературного объединения «Алтын-Башак» «Золотой колос» при редакции районной газеты «Ленинский путь». Спецовку рабочего на костюм интеллигента Мусавир Зинурович поменял в конце 1969 года. 8 декабря редактор газеты Хананов пригласил 21-летнего парня, приехавшего на очередное заседание литературного объединения, в штат редакции литературным сотрудником. Это приглашение было не случайным, ведь еще в 1966 году в характеристике выпускника Октябрьской средней школы номер 4 Мусавира Камалетдинова классный руководитель написала: «Рекомендуется для поступления на филологический факультет или факультет журналистики». К тому времени, когда Мусавир получил приглашение в редакцию, он уже учился на 3-м курсе заочного отделения исторического факультета Башкирского государственного университета журфака. Тогда в вузах Уфы еще не было, а ехать далеко, к примеру, в Казань, Свердловск или Москву ему не позволяли средства, которые он окончил в 1973 году. Ему даже было предложено остаться в БГУ, возглавить комитет в ЛКСМ. Университет и продолжить учебу в аспирантуре, но молодой журналист, который к тому времени уже обзавелся семьей, вежливо отказался, пошутив, что архивная пыль не для него. В нашей районке, Ленинском пути, он проработал огромную часть трудовой жизни. Поэтому об истории Тымазинского района, его развитии, героях-тружениках знает очень много. Он прошел все ступени роста, работал литературным сотрудником, старшим литературным сотрудником, заведующим отделами писем, сельского хозяйства, промышленности, партийной жизни, первым заместителем редактора, а в 1988 году в 40 лет стал редактором. Любимым занятием журналиста было писать рассказы о лучших людях труда. Он обожал своих земляков, которые героически трудились, отличались каким-то талантом. За свой 40-летний творческий труд опубликовал о них сотни зарисовок, рассказов, статей. Были также и публикации в зарубежной печати. Несмотря на большую занятость, молодой журналист всегда находил время для общественной деятельности. Он играл в Народном театре, избирался секретарем комсомольской организации, редакции и типографии. Мусавир Зинурович ушел на свой давно уже заслуженный отдых 1 апреля 2010 года, посвятив журналистике 40 лет своей трудовой жизни. Наверное, в республике найдется мало редакторов, кто прожил такую интересную и насыщенную жизнь. Трудился он в разных СМИ: русскоязычном, башкирском, татарском, районном, городском
республиканском, дотационном и самодостаточном. За честность, открытость, прямоту, справедливость коллеги и читатели его уважали. Мусавир Зинурович же считал, что его главная обязанность – служить своей газете, своему читателю и делать все от него зависящее, чтобы так и было. Примечательно, что и дети Мусавира Камалетдинова пошли по его пути. Дочь Диана Мусавировна работает корреспондентом в газете «Туймазинский вестник», член Союза журналистов Российской Федерации и Республики Башкортостан. Сын Айдар – выпускник журфака Башкирского государственного университета, также член Союза журналистов РФ и РБ. Герой публикаций Дианы Мусавировны – люди труда разных возрастов и профессий. Она постоянно ездит по району в поиске интересных, увлеченных людей. Уже и дети Дианы Мусавировны, Ильяс и Гузель, не раз пробовали свое перо в районке. В 2010 году Гузель участвовала в 4 этапах всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» в номинации «Я знаю русский язык». Все 4 этапа ее работа входила в 5 лучших, а на осеннем этапе стала лучшей и заняла 1 место. А выиграв во всероссийском конкурсе «Я цифровой гражданин», Гузель была удостоена поездки в Международный детский центр «Артек». Каждая трудовая династия – это не просто история. Это неравнодушные люди, которые последовали примеру своих родителей в выборе профессии и помогли детям найти свой путь в жизни. Родословная обязывает нас быть еще лучше. Это сложно, но мы исторически запрограммированы на это. Династия – это не призвание, не профессия, это имя, это имидж семьи, ее знамя. Быть похожим на родителей – это значит взять от них все самое ценное, развивать, улучшать, совершенствовать и приумножать этот багаж и передавать его своим детям.